Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу помощь, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и на мужчину, который с вами на расстоянии. Посмотрим, что же он решил. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Мысленно обратитесь к нему и задайте ему этот вопрос. Мой милый, дорогой, что же ты все-таки решил? И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вот это неожиданно. Девчонки, я понимаю, что вы все разные, и у каждого своя ситуация, но мужчина здесь решил платить. Ну вот именно реально давать деньги, либо что-то оплачивать, либо что-то покупать. Да, вот на вопрос, что ты решил, он говорит, я решил платить. Платить. И еще он решил просто вот прыгнуть в вашу сторону. Прыгнуть к вам, прыгнуть на вас. Видите, здесь даже не шаг, это прыжок. Прыжок вот, знаете, с головой, да, вот прям прыгаю, куда глаза глядят. А вернее, глядят-то не в вашу сторону, да, прыгнуть к вам. Ну вот это надо разобраться, сплотить. За что он хочет платить? Пишите в комментариях, мне как специалисту будет интересно. Говорит, я буду платить. Давайте я еще на оракуле посмотрю, что это у него за решение такое. Может быть, вы его просили о какой-то финансовой поддержке, помощи. Либо, чтобы быть с вами, ему нужно развязаться с какими-то вопросами, и там нужно платить. А может быть, билет купить себе, вам, не знаю. Пишите в комментариях. Мне просто реально интересно, как это. Что ты решил? Я решил платить. Интересненько. Может быть, это алименщик, может, это бывшего вы загадали. У вас ребеночек есть. Либо, девочки, вы беременны от него. Ну да, так сложно понять вас. Слишком много вы все разные. Но он решил платить. Он решил платить. И это плата либо для вас, либо ради вас, либо вам в помощь. Ну, что-то типа такого плана. Он долго об этом думал, долго колебался, сомневался, но вот прям настроился. Говорит, буду платить. Сейчас еще кое-что досмотрю и пойдем дальше по песку. Деньги, девочки, деньги. Деньгами вот что-то решил закрыть. Опять же, медведь, помощь, собака, друг. Если, девочки, вы нуждаетесь в деньгах, либо вы ему там намекали, даже не просили, просто намекали, рассказали о своей ситуации, то он будет платить. Он решил, он будет платить. Ну и потом прыгать к вам. В вашу сторону будет прыгать. Ох, девчонки, если бы вы знали, как много он думает о вас. Особенно в последнее время, в последние несколько дней. Тогда эти дней 5-7 постоянно думает. И голова аж у него распухла от этих мыслей. Мысли противоречивые, сразу говорю. С одной стороны, вот моя, хочу, люблю, не могу. А с другой стороны, а нужен ли я ей? А может быть, у нее там кто другой поближе есть. А может быть, там еще что-то произойдет. То есть, понимаете, он как в раздрае таком находится. И это очень тяжело. Он, кстати, за последнее время даже нормально не смог спать. Кстати, аппетит мог потерять. А у кого мужчина более такой слабенький, возможно, он даже прибухивать стал,
чтобы хоть как-то справиться с этим эмоциональным напряжением. Вы для него идете как родной человек. Я бы даже сказала, как ключевой человек. Видите, ключевой человек в его жизни. Он это понимает. Он это не отрицает. И он даже этому рад. Но, смотрите, здесь птица, и летит она в обратную сторону, в его сторону летит. Может быть, вы не даете ему обратной связи. Может, вы действительно птица гордая, да, не опускаетесь до того, чтобы первой выйти на связь, чтобы его позвать, там, пригласить, там, может, о чувствах своих сказать. Ну, понятно, что общее, да, у каждой по-своему отыграется. Может быть, вы сами ему сказали, что нет, не звони, не пиши, видеть тебя не хочу. Может быть, вы даже его заблокировали, либо игнорите его послание. Знаете, вот эти ваши действия, какими бы они ни были, они произвели взрывоопасный эффект. Вы действительно этого мужчину и зацепили, и напугали, и действительно промотивировали. Вы все сделали правильно. Все сделали правильно. Может быть, вы не рассчитывали на такой эффект, но именно такой эффект и пошел. Вот. Не спит человек, не ест, все о вас думает. И вот готов платить, девчонки. Да. Говорит, вот сейчас прыгну, как разгонюсь, как прыгну, и буду с ней. Здесь мужчина уже в таком состоянии, он готов, я не знаю, всю свою жизнь бросить к вашим ногам, да? Рискнуть всем, что он имеет, тем, что он заработал, либо наработал, вот именно ради вас. К вам хочется, не хочется вас терять. Не то чтобы даже не хочется, это самое страшное, что может произойти в его жизни, это вас потерять. Он когда об этом думает, у него прям аж, это, знаете, озноб по телу проходит, дрожь такая идет от головы до пяток. И сердце как останавливается, потом бешено начинает колотиться. Кстати, может проблемы с сердцем быть у этого мужчины. Либо доведет себя до какого-нибудь кризиса, либо эмоционального выгорания. Девчонки, не будьте к нему строги. Все-таки лучше, как знаете, не только одним кнутом стягать, но и иногда пряничек, пусть не давать, но показывать. Девочки, показывать. Может, на расстоянии, да? Показывайте, какой вы прекрасный пряничек, либо что у вас там есть. Девчонки, это игра. Игра между мужчиной и женщиной. Вижу, что женщина, вы умная. Женщина такая, знаете, знающая себе цену. Женщина, которая... дока просто, да, в этих любовных вопросах. Вы не таких мужиков обламывали. Мастер, да, вы мастер, вы гроссмейстер. Вот, правильное слово, не мастер, гроссмейстер. Вы такую классную шахматную комбинацию тут провели. Честно, вот прям преклоняюсь перед вами. Богиня. Ваш статус отныне богиня. Так, и себе где-нибудь там в соцсетях и напишите. Так, ну что, мужчина, кем бы он ни был, где бы он ни был, с кем бы он ни был, девочки, все померкло, только одна вы. Одна вы в его мозгу, пульсируете у него в крови, в его глазах, у него как на языке, да, только о вас он способен говорить. Вы этого добились, вы это сделали. Молодец. Какая же вы умничка. Другой вопрос, нужен ли он вам? Вот, простите, я понимаю, что не к месту и, возможно, даже к этой отсыпке, наверное, никаким боком не относится, но здесь вышли такие данные, такие знаки, которые я просто не имею права игнорировать. Нужен ли вам этот мужчина? По сути, по факту. Смотрите, за вашей спиной я вижу кое-кого другого, более интересного и более вам подходящего, как ни странно. Вы еще с ним не познакомились, либо вы еще с ним не встретились, может быть, вы уже знакомы, да, бывает такое, познакомились люди, потом дорожки у них разошлись до поры до времени, потом обратно сходятся. Вижу другого мужчину, там мужчина просто вот как картиночка, причем картиночка идеальная, насколько это возможно. И у этого другого мужчины на вас очень серьезные виды. И там мужчине есть что вам дать. Вот реально есть что вам дать. Сейчас мы еще другого мужчину рассмотрим с вами.
Если вы понимаете, о ком я говорю, то, девчонки, там просто бомбические перспективы. И с этим мужчиной, конечно, жизнь будет побогаче, покраше, поинтересней. И любовь, конечно, будет пожарче, чем с тем, кого вы загадали. Вы вообще знали, что у вас два мужчины на линии судьбы? Сейчас и в ближайшем будущем у вас сразу два мужчины идет. Второй красавчик, девочки, он красавчик. Второй, ну просто заглядение. Глаз не оторвать, с иголочки. Да, он еще не раскрыл перед вами свое сердце и не раскрыл свои чувства. Но видите, вы тоже для него роковая женщина. Этот мужчина способен подарить вам новую жизнь. Жизнь, которую вы искали, жизнь, которой вы достойны. Хорошо, немножко про этого мужчину раскройте, кто такой. Когда вам его ждать? Опять. Ну вот закрыто, девочки, закрыто, видите? Закрыто, не показывают про него. Ну вот он вышел сам. Красавчик идет, статусный, авторитетный. Личико, ну просто картиночка. Фигура очень классная у него. И у него в руках очень много всего, знаете, как такие, как возможности, деньги, знакомства. Опять же, авторитет. Вот он умело дергает за эти веревочки, получает по жизни все, что хочет. Все, что хочет, получает. И он с вами будет щедро делиться. Там такой идет мужчина. Если этому нужно было полгода думать, чтобы решить заплатить, то там вопроса вообще не будет с тем мужчиной по поводу денег. Я вот спросила, зачем идет, за семьей идет. Хорошо, а вот этот товарищ зачем идет? Тот-то за семьей, это и так видно. Ну и этот не прочь. Девочки, ну какая вы классная, господи. Ну, ай. И этот хочет с вами домик. Тут гнездо. Ну видите, разница между домом и гнездом, она хоть и невелика, но очевидна. Этот, скорее всего, будет предлагать вам жить в одном доме. Ну, типа сожительствовать. А тот второй, значит, гнезда с вами захочет. Ну, законные отношения, так и скажет. Да, будь моей женой, давай-ка рожай. Я тебя тут всем обеспечу. Там, и гнездо это тебе подарю. Все, что хочешь. Но видите, да, разницу? Опять же, эта карта у нас короля, а это карта королевы. То есть гнездо больше как для вас, суперприз, а здесь совместное проживание. Это для него типа выгодно. Ну, почувствовали разницу? Хорошо, что делать вам? Что делать богине в данной ситуации? Так, девочки, ну, во-первых, сбавить обороты. Ну да, сбавить обороты – это первый момент. И второй момент – отпустить эту ситуацию. Просто вот ее отпустить, с вот этим мужиком отпустить. Смотрите, сейчас вы на пороге своего личного счастья, но вы этого не видите, вы этого не ощущаете. Счастье ведь такая вещь, да, придет и не спросит. А готова ли ты? А ждала ли ты меня? Да? Что ты для этого делала? Вы на пороге своего счастья. У вас выбор будет, понимаете, сразу между двух мужиков. Между двух мужиков. Один, ну прям супер-бупер, а второй тот, кого вы ждете. Потому что, смотрите, вы-то смотрите все-таки на этого, который на расстоянии. Почему? Потому что за спиной у вас новый стоит. Да? Он еще себя не показал, не проявил. Так что, девчонки, прекращайте нервничать. Смотрите, одна вы по-любому не останетесь. Решать, конечно, будете вы. Последнее слово будет за вами. Но здесь на пороге счастья. Тут по-другому и не скажешь. Еще важный момент, который тоже по вам идет. Смотрите, вы в сердце стоите. То есть на вас будет направлена любовь мужчин,
мужчин, которые вас окружают. Вот прям почувствуйте, что вы любимая. А может быть, будете выбирать того, кто больше свою любовь проявляет, либо кому у вас ответная реакция сильнее идет. Сейчас вы только на этого смотрите, потому что нового не видите. А когда их сразу двое перед вами будут, вот тут и начнется головоломка, да, кого выбрать. Еще хочу вас предупредить немножко по поводу того, кто с вами на расстоянии, на кого вы загадали. Здесь мужчина, несмотря на то, что он готов и прыгнуть к вам, и что готов за что-то платить, он немножко такой сундучок с секретом. У него есть какие-то тайны, у него есть секреты, которые, ну, для вас, может быть, будут очень такими, ну, как бы помягче вам сказать, да? Видите вот тут летучую мышь? Видите? Вы очень многого о нем не знаете. Либо он умышленно это все скрывал, либо не было у вас возможности изучить его поближе, получше. Ну, по-всякому бывает. То есть здесь шкатулочка с секретом. Секреты будут, и они такие неоднозначные. Не для слабонервных, как говорится. Так что выдыхайте, занимайтесь собой, подготовлениями, да, приведите себя в порядок, отдохните, сходите, я не знаю, к косметологу, может быть, там, если надо, да, что-то сделайте. Да, у вас вот она, счастливая пора наступает. Я даже вам скажу, когда. У вас весна будет очень-очень жаркой. Вот именно любовная лихорадка пойдет. И по вам, и у вас начнется. Здесь очень шикарные знаки. Но вы на ключе стоите, вы ключевой человек. На дельфине, смотрите, тут катаетесь. Видите вот этого дельфина? Вы на нем катаетесь. Вы такую романтику поймаете, ощутите. За вами два мужика ухаживают, ухлёстывают, тут готовы из шкурки выпрыгнуть и запрыгнуть ради вас. Да, это ж какое-то прям удовольствие, редкое удовольствие, наслаждение испытаете. Так, еще хочу вас кое о чем предупредить. Девочки мои хорошие, вам бы не мешало немножечко себя почистить. Здесь либо чистку надо сделать, либо с глаз снять, потому что у кого-то из вас прям есть. Есть, и это как метка такая, знаете, на вас лежит. Я понимаю, что вы все разные. Есть девочки даже, которые самодиагностику умеют делать, проводить. Вы же там постарайтесь, либо к специалисту обратитесь, либо самостоятельно что-нибудь сделайте. Потому что вижу какое-то негативное воздействие со стороны на вас пришло. Ну, опять же, погладили, попортили. Что-то есть. Что-то есть. Кстати, от женщины близкой пришло, не от чужой женщины, от близкой женщины. Это и родственница может отыграться, и также может отыграться подруга. Ну, либо лицо, которое выдает себя за подругу. Потому что прям свежее что-то. Вот либо подел недавно был, но либо вот совсем недавно вас и поглазили. Чтобы ваше счастье не омрачилось, пожалуйста, почиститесь. Да? Пожалуйста, избавьтесь от этого негатива. Это не что-то страшное, это не что-то опасное, это легко убирается. Причем, возможно, даже за один сеанс это уберется. Вы можете, еще раз говорю, обратиться к специалисту и также можете дома сделать самочистку, самоочищение. Если мы говорим о сглазе, то, конечно, сглаз проще всего выливать. Да, выливать на воске, тем более у нас луна убывает. Давайте, спешите, как раз успеете. Смотрите, в венце у вас большой, такой толстенький, симпатичный, миленький голубочек. У голубочка очень короткие крылышки. С одной стороны, это говорит о том, что счастье вот-вот ворвется в вашу жизнь, а с другой стороны, что человек, который сделает вас счастливой, вот-вот появится, объявится. Да? То есть уже где-то рядом. Недолго лететь, быстро. И этот может вот этим прыжком очень быстро у вас оказаться. И вот этот тоже, знаете, как выйдет из тени. Из-за вашей спины как выйдет, как признается, вы же такая, сразу два мужика, вот это выбор. Вот это я сейчас на дельфине покатаюсь. Очень славная отсыпка на самом деле, вот энергетика. Если вы можете почувствовать эту энергетику, вот просто сохранитесь в этой энергетике, поверьте, она
ох, она как таким жарким, но приятным ветерком обдает. Просто замечательно. Девочки, кто зашел на эту отсыпку, вам счастливой быть, и от этого счастья вам никуда не деться. Вы очаг распалили. Очаг, понимаете? Вот костерчик-то разгорается, угли-то накаляются, а очаг у нас всегда семья, любовная пара. Да не просто любовная пара, а именно семейная любовная пара. Замуж пойдет, счастливой станет, все будет супер. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.